Начать с нуля и полностью изменить свою жизнь. В Коми продолжает действовать социальный контракт. Он помогает нуждающимся или малоимущим семьям улучшать свое материальное положение, предоставляя возможности для профессионального обучения или финансовую помощь. О том, как работает механизм, расскажет Ксения Лосева. Перед каждым занятием обязательная настройка инструмента. Важно, чтобы гитара звучала точно и чисто, иначе достучаться до сердца слушателя не получится. Елена Осипова занимается авторской песней вот уже 16 лет. Примерно столько же передает свои знания и подрастающему поколению. Этим летом, наконец, удалось открыть собственную студию. Помог социальный контракт. Я встала ночью в центр занятости. Затем нужно было собрать ряд справок, документов, и в том числе о заработной плате, и так далее. И потом предложили такую возможность, что можно стать индивидуальным предпринимателем, что выделяются такие средства, и их можно израсходовать, потратить на оборудование, на приобретение музыкальных инструментов, на необходимую мебель для учащихся. На занятия к Елене в Ильгард ученики приезжают даже из Сыктывкара. Результаты уже есть. Многочисленные победы на различных конкурсах и фестивалях. Впрочем, это только начало, делится предпринимательница. Тем более, что социальный контракт предполагает не только выделение средств, но и помощь в ведении бизнеса. Как правило, на 12 месяцев мы все контракты заключаем по индивидуальной предпринимательской деятельности. Соответственно, весь этот период мы отслеживаем этого гражданина, эту семью, ведем ежемесячный контроль, человек перед нами отчитывается. И в том числе мы тесно работаем с бизнес-инкубатором, с центром «Мой бизнес» и оказываем еще консультативные услуги. Получить такую поддержку сегодня могут малоимущие семьи и одиноко проживающие малоимущие граждане, доход которых ниже величины прожиточного минимума. Социальный контракт делает мечты реальностью, а еще помогает встать на ноги тем, кто хочет улучшить свое материальное положение. Более 70% семей, прошедших по активным формам реализации социального контракта, а это трудоустройство, это создание своего ИП, больше за статусом малоимущих к нам не обращаются. Каждый человек может реализовать себя в любой сфере, лишь бы эта сфера была соответствующим образом зарегистрирована. Попробовать себя в бизнесе решила и Наталья Рудова. Предпринимательница открыла косметологический кабинет в Эжеве. Посетила консультацию, собрала необходимые документы, составила бизнес-план, получила средства и теперь каждый день делает девушек красивее. А главное, ходит на работу с удовольствием. Было какое-то смятение, вдруг там не получится, или это же в любом случае риск, то есть каких-то таких прям сильных сомнений не было. То есть надо было все равно что-то пробовать, что-то менять, и я не ошиблась в своем выборе, поэтому я очень рада, что на сегодняшний день именно я в этой профессии. Помимо финансовой поддержки, социальный контракт предлагает жителям региона еще 3 направления. Это помощь в развитии личного подсобного хозяйства, трудоустройстве, а также в преодолении трудной жизненной ситуации. В этом году на эти цели заложено около 491 миллиона рублей. Каждому найдут индивидуальный подход. Главное – желание самого человека много трудиться, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Ксения Лосева, Олег Юшков, Дмитрий Ведерников, телеканал Юркан.